Пользуясь действующим ранее карантином, когда мебельные салоны и магазины были закрытыми, а среди населения вырос спрос на новую и недорогую мебель, жительница Семея посредством онлайн-объявлений в сети Instagram выманивала у доверчивых граждан деньги и обещала им большие скидки и бонусы за покупки. После того, как граждане полностью рассчитывались за мебель, она переставала выходить на связь с обманутыми клиентами. На данный момент после обращения пострадавших в правоохранительные органы возбуждено уголовное дело и ведется досудебное расследование. Подробности у нашей съемочной группы. Пострадавших Айгерим Рыскельдинова, они с мужем, будучи молодой семьей, решили потратить декретные деньги, полученные за рождение первого ребенка, на необходимую для них мебель. Так как на тот период действовал карантин и мебельные салоны были закрыты, молодые супруги решили искать подходящий спальный гарнитур через интернет. Там на одном из аккаунтов Instagram молодая женщина по имени Анар разместила объявление о реализации корпусной и другой мебели в широком ассортименте по низким ценам. Шымкент қаласында жасалынады бұлардың барлығы. Бізде изготовление мебели 20-25 дней. Это столы и стулья у нас, и мягкий мебель тоже. Көбінесе корпусный мебельдар тоже солай идет. Олар бізде пока, қараңыз, 20-25 күн жасалынады. Сосын барып ол 5 күн жүріп келеді. Шымкенттен Семейге дейін 5-6 күн. Но мы, так как молодая семья, нам необходимо было купить первую необходимую мебель. Соответственно, у нас по бюджету были ограничения, были только средства декретные, которые мне на первого ребенка выплатили. Это была сумма 600 тысяч. Наткнулись на эту инстаграм-страницу. Почему я именно ее выбрала? Потому что в наших магазинах цены в ряд выше. А они хвалились тем, что мебель была из цеха и значительно дешевле. Мы заказали спальный гарнитур, мягкую мебель, столы, стулья на сумму 600 тысяч. Когда все сроки принятых заказов начали истекать и отговорки перестали успокаивать покупателей, молодая женщина, принимавшая деньги по 100% предоплате, просто перестала отвечать на звонки. Устав ждать заказанную и полностью оплаченную мебель, пострадавшие навестили цех, где работает ее муж, и стали требовать вернуть им деньги или отдать купленный ими товар. Но молодая женщина наотрез отказалась от факта получения денег, хотя у многих на руках были накладные, выписанные ею лично. Встреча потерпевших с Анар не дала результатов. Мало того, стало всплывать ее криминальное прошлое. Она была уже судима, что в 17-18 году был процесс, что ИП было записано на ней. А потом я еще узнала ту информацию о том, что у нее 3 детей. И в прошлый раз, когда в 17-18 году процесс над ней завершился, ее осудили условно, поскольку она была в положении, ждала 3-го ребенка. Ей, видимо, пошли на уступки, все-таки мать. Но по факту сегодня получается, что для нее ничего не является уроком. На данный момент из 120 пострадавших от мошеннической схемы 25 человек написали заявление в полицию. На сегодняшний день следователь в управлении полиции никаких действий не делает. Мы направили заявление, что мы являемся представителями потерпевших. Он отказался встретиться с нами. Но мы заявление оставили, обещал нам в письменном виде ответить, но пока ответа мы не дождались. В свою очередь, представители управления полиции говорят, что сейчас устанавливается точное число пострадавших, ведется прием заявлений и выясняется объем причиненного ущерба. По заявлению граждан начато досудебное расследование по статье 190, часть 3, пункт 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет принято судом. По словам потерпевших, всего пострадало около 120 человек. В счет предоплаты они отдавали на руки от 80 тысяч до 1 миллиона тенге. Таким образом, общая сумма незаконной прибыли, полученной в результате обмана, составляет примерно от 70 до 80 миллионов. Самат Секенов, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».